Ух. Спортсмен не видит Олимпиаду. У него только один маршрут – столовая, трасса, его гонка и все. Чё себе? Сейчас будет страшновато ехать. Праздник ИСААХ. Все, мы на берегу. Или как, или за столом, как удобно. Здравствуйте, Никита. Здрасте. Как дела? Да, все хорошо. Алданская земля, как всегда, встречает очень гостеприимно и дружелюбно. Как дорога, Никит? Ну, местами вначале возле Алдана была хорошая дорога, чистая, а потом, как видите, сейчас идет снег, и дорога уже довольно сильно заметена, порой сугробы больше 10 сантиметров, поэтому приходится держаться колеи, а в целом неплохая дорога. Попьем чайку, да, Семен Семенович? Да, чай попьем и дальше поедем. Чем сейчас занимаетесь? Вы же уже завершили спортивную карьеру в прошлом году, да? Да, да. В апреле месяце приезжал сюда, были проводы моей спортивной большой карьеры, и после этого я открыл свою академию. Хотелось сделать что-то такое, где я смогу делиться опытом, ну, с обычными людьми, спортсменами, с теми, кто ставит перед собой цели или не может поставить цели, не знает даже, как ее достичь. И вот эта академия, которую я открыл, там и лыжное направление, и ОФП, и роллеры, и хочу со временем привлекать туда велосипед, легкую атлетику, ну, то есть развиваться масштабно и не только в московском регионе, Москва, Московская область, но и также выходить на пределы всей России. Академия сейчас находится в Москве. Ну, территориально у нас база находится, так скажем, там, где есть лыжные трассы, там мы и тренируем. Это Москва, Московская область. Едем дальше. Сейчас уже торопиться некуда, да? По такой дороге. Когда вы в первый раз приехали в Якутию? Ой, это был далекий уже, наверное, 2012 год. И после этого как-то влюбился в землю Олонха. Мы переговорили с министром спорта, и получилось так, что вот я после того момента начал выступать как раз за сборную Якутии. Семен Семенович, президент Федерации, почетный почетная миссия. Александр Николаевич, замминистра спорта. И каков уровень тогда и сейчас спортсменов Якутии? Ну, спортсмены видно, что подросли, даже далеко ходить не будем. Сегодняшняя гонка это уже показала, что они начали бороться и борются уже так, ну, основательно. То есть это настоящие мастера спорта, которые не эффективно где-то выполнили, а действительно подтверждают это звание. Тогда, 7 лет назад, они еще были, ну, молодыми юнцами, да, а сейчас это уже такие прям вот, ну, можно сказать, аксакалы. Пусть им самому старшему, наверное, 22 года, а остальные ребята чуть помоложе, но все равно это тот возраст, когда ты окончательно для себя выбрал уже направление лыжной гонки и будешь идти уже до победного, чтобы получилось. До сих пор не вижу пока машину. Ух! Даже если он остановится, мы его увидим только за 5 метров и тоже не успеем остановиться. Потому что вообще не видно. А выезжать на встречку, там кто вот, вон встречка. Потихоньку. Вот, допустим, до Олимпиады у вас цель была, как у любого спортсмена, олимпийская медаль. После олимпийской медали у вас какие цели сейчас? Ну, после олимпийской медали была медаль еще чемпионата мира, который я благополучно тоже выполнил. Потом была, конечно, медаль золота домашней олимпиады, но немножко там не получилось. А сейчас, когда я завершил карьеру,
лыжную. Летом я выбрал для себя новый вид спорта, бег с препятствиями, да, и захотелось реализовать себя там, применить все свои навыки, которые у меня есть в лыжах, это выносливость в первую очередь, и уже вот попытаться в идеале, конечно, взять медальку в том виде спорта. То есть абсолютно переключиться на другой вид, попытаться показать себя еще и там. Без остановки, без смены. С Алдана до Бестяха доехал. Не устал, Никит? Приехали в Нижний Бестях, добрались, если считать именно время езды, это 6 часов, да, 70 минут? Да. Ну, 5 часов и 40 минут точнее. И как, успехи? Был неофициальный чемпионат России, так называемый суперфинал гонки героев, где выступали все сильнейшие российские OCR-атлеты, как их называют. И я там успешно занял 2-е место. Меня уже пригласили на чемпионат мира, который был буквально через 10 дней, но с моими планами это не состыковалось, не получилось поехать. А в следующем году чемпионат мира будет в России, и уже прям вот одна из главных целей, это у меня будет подготовка и участие в чемпионате мира по бегу с препятствиями. Как тебе? Чё себе? Сейчас будет страшновато ехать. Туристы приехали. А как смотрите на такой вид, ну, современный вид спорта, как кроссфит? Ну, это, знаете, это что-то, может быть, смежное с бегом с препятствием, но все-таки есть отличия, да, и я выбрал для себя бег с препятствиями, потому что ты в основном работаешь со своим весом, плюс ты бежишь, ну, используешь свою выносливость, и все это нужно в комплексе, преодолеваешь грязь, полосу препятствий. То есть такой, знаете, вид спорта больше жизненный, где вот эти навыки, они по сути тебе могут в жизни пригодиться. Кроссфит это тоже все хорошо, но это немножко специфичная работа, там и со штангами, в зале, а я все-таки предпочитаю работать на свежем воздухе. Как часто вас зовут на мастер-классы? Ну, достаточно часто. То есть те кто имеет ко мне доступ, да, или хотят популяризировать какое-то место, да, они приглашают. Кое-как вошли, не всех берут, вместимость 8-9 человек. У вас есть задумки избираться в каких-то политических высотах? Амбиций таких нету? Ну, почему? Сейчас город Дзержинский, это мой родной город, где я родился, в Московской области. Сейчас была, значит, временно исполняющая обязанности мэра, женщина, и она собрала совет депутатов, в который я благополучно вошел. Мне очень приятно, что меня пригласили, потом жители избрали, да, депутатов. И теперь вот вместе уже не с исполняющей обязанности, а с мэром, потому что мы, депутаты, утвердили ее как мэра, мы будем дальше теперь развивать наш город, который, ну, за последние, не знаю, там 4-5 лет немножко, конечно, просел в развитии. Поэтому, ну, такая небольшая политическая лесенка, да, уже есть. Да-да-да, мы влезли. Вип-место заняли рядом с водителем. Так, тебе надо было туда. Слушай, а это прям по льдам. Вот. Это по льдам идет. По замерзшим льдам идет. Расскажите немножко про вашу семью. Я женат, 2 детей у меня, дочка 5,5 лет, сын 1 год и 4. Люблю свою жену, своих детей, хочу проводить время с ними. И вот эти разъезды, на которые я вообще езжу, стараюсь всегда брать их с собой. Но когда это не получается, то, конечно, приходится немножко потерпеть, а потом опять возвращаюсь в объятия. Надо было видео заснять. Анна Ивановна, ну вот мы решили, что детей на ваш чемпионат будем вот так доставлять и прям заснять все изнутри.
Она скажет, нет, давайте лучше в Нерюнгри. А когда их привезете в Якутию? Ну, я думаю, честно, что дети пусть подрастут немного. Все-таки вот этот 6-7 часовой перелет для детей и такой морозный климат, им будет тяжело. И с женой без проблем можно прилететь, но надо будет думать, где оставить детей. Поэтому я думаю, сейчас, как дети подрастут, обязательно всей семьей приедем, чтобы они хоть посмотрели эти места и ну, насладились просторами России. Все, поехали. Ничего не видно. Планируете ли тренировать детей к лыжным гонкам? Своих детей? Ну, своих хочу, чтобы сын занимался лыжами. Все-таки дочку жена не хочет отдавать в лыжи, потому что, говорит, это лошадиный вид спорта, а ты же у нас не лошадка, ты же принцесса, поэтому, типа, этот спорт не для тебя. С этого года все равно дочка сказала, что хочет покататься на лыжах. Вот уже я этой зимой хочу ее поставить, чтобы она вот уже попробовала. Дочь в отца, сын по матери, да? Поэтому, наверное, дочери передалась, да? Дочка жаждет, наверное. Да, увидим. Ну, дочка и сын очень достаточно активны, и посмотрим. Моя задача как родителя давать возможность, а ребенок уже пусть выбирает сам. Туда дальше тоже, да? 2500. С одного человека. У вас есть домашний питомец? Нету. Ну, в детстве у нас были и хомячки, и там один раз даже кошка была, собак не было. Я не против, но это дополнительный ребенок, за которым надо ухаживать. И так как я постоянно летаю, и бывает со мной часто семья моя летает, это уже проблема. Вот животное, думаешь, или оставить дома, куда-то в клинику, или с собой везти. Это и паспорта, и прививка. Ну, то есть это дополнительный ребенок. Если нет хлопот, да, то... Или, точнее, если нужны дополнительные хлопоты, вот, заведите домашних питомцев. Ну, пока мы обходимся без них, справляемся, нам хватает наших забот, поэтому, ну, у нас их не было. Услышав слово Якутия, что у вас приходит в голову первым? Наверное, снег, морозы, рыба, белая рыба, мамонты, я не знаю, праздник Исаах. Да, в этом году в Москве, Алданский район проводил в Москве, и как раз получилось так, что я тоже был в Москве, вот приезжал, смотрел в парке Коломенской, шикарно все было, ну, мне очень понравилось. Смотри, вон. Как трудно попасть в Олимпиаду? Трудно, надо трудиться, из-под палки не получится. Если ты действительно хочешь, вот прямо вот отсюда это желание идет, изнутри, тогда есть шансы, что ты туда сможешь ну, натренироваться, отобраться и выступить. Но, опять же, нужно даже не только выступить, а нужно выиграть Олимпиаду. Хотя первые 3 места это уже очень хорошо, но я как максималист, я всегда настраивался вот на победу. И когда я, будучи еще маленьким мальчиком, я тоже на все это смотрел и думал, что это нереально. А на самом деле оказалось реально. То есть только нужно обязательно трудиться, нужно очень сильно этого хотеть, и хотеть больше, чем кто-либо. Все, поехали. Или полетели. Помимо вот участвования в Олимпиаде, вас зовут на Олимпийские игры? Или вы сами едете смотреть как бы в качестве зрителя, или кому-то помогать спортсменам? Олимпийский комитет, он может приглашать именитых спортсменов, ну, в том числе меня, на Олимпийские игры в качестве гостя. Но нужно прийти туда, заполнить заявление, да, или там как заявку оставить, и тогда тебя могут пригласить. Да, в принципе, у меня были такие планы, даже на летнюю Олимпиаду в Токио попробовать съездить. Если не получится, то, наверное, на зимнюю Олимпиаду в Китай в качестве почетного гостя и посмотреть Олимпиаду уже не как спортсмен, потому что спортсмен не видит Олимпиаду. У него только один маршрут – столовая, трасса, его гонка и все, а потом он практически сразу уезжает домой. А уже именно как болельщик.
со стороны болельщиков, на вот этот праздник посмотреть, окунуться в атмосферу олимпизма и понять, почему вот это событие, да, притягивает весь мир. Вам кажется, что как будто сам Бог велел, чтобы вы стали олимпийским чемпионом? Или вы это сделали своим трудом и потом? Нет, иногда мне все-таки кажется, что, да и не то, что иногда, обязательно это было с Божьей помощью. И я и ходил в церковь, и покрестился довольно поздно, но ко мне пришло это ощущение. В 19 лет я выбрал православие, и с того момента я, как сказать, ни на секунду не жалею, да, это мой путь, это мой крест, который я несу, и благодарен за все, что со мной происходит. Но даже будучи 21-летним, ну, мальчишкой, я на зарядках даже бегал в церковь, стоял службу, потому что верил, что мне это поможет, и ну, вот такое было желание. Действительно, когда-то получалось, когда-то нет, но я не отчаивался, и вера, она по сути к тому же и призывает. То, что нужно любить друг друга, нужно стараться, идти и добиваться. Что вы делаете в свободное время? Ой, сейчас я человек занятой уже стал. Свободное время как только выдается, я ловлю себя на мысли, так, как же так? Я начинаю деградировать, надо обязательно что-то делать. И постоянно, вот как свободная минутка есть, может быть, там на 5 минут приляжешь, да, а может быть, сразу начну делать какое-то дело, которое необходимо. Рыбаки здесь, на рыба не ловит. Даже вот в компьютерные игры не играете, да? Ну, знаете, мне кажется, такими вспышками это приходит. Вот какой-то период, допустим, летали с семьей на отдых, там дочка что-то тоже включила компьютер, папа, игрушка, ну и как-то включили, вот она смотрела там, как я ее проходил. Ну, уже я, по сути, чтобы ей было интересно, тоже проходил все это. Но игра на самом деле затягивает. То есть, когда ты играешь в игру, ты ставишь какую-то цель, закончить ее. И поэтому ты играешь до тех пор, пока ты не победишь, да? А потом, как правило, я ее или удаляю, или как бы все забываешь, ты выполнил цель и идешь дальше. Не смогу сам выйти. О, как? Моя сумка, наши сумки. Все, мы на берегу. Звезду узнали, не отпускают. Признали. Но это было необычайно, это было незабываемо, это было впервые, поэтому это было так круто, и я сидел с открытым ртом, ждал, что будет. Приехали, город переиграли. Пожелания спортсменам и просто любителям спорта. Я хочу пожелать всем любителям спорта, спортсменам, профессиональным спортсменам, самое главное, ставьте перед собой цель и достигайте ее. Цели должны быть разные, но они должны быть осязаемые, они должны быть высокими, чтобы они вас манили, тянули. Если будет цель сходить в магазин за хлебом, ну, вы ее выполните и не получите от этого удовольствия. Оставьте такие цели, от которых при их достигании вы получите удовлетворение. И обязательно нужно трудиться. Сидя, лежа на диване и говорить: да ничего не получается, ничего и не получится. Под лежачий камень вода не течет, поэтому вставайте, как я говорю, берите лыжи, да, и достигайте своих целей. Кто не хочет это делать на лыжах,
Просто берите волю в кулак и идите вперед. Ну, лично я не знаю, но наверняка где-то есть, которые так вот хотят, ездят. В Инстаграме есть лыжные гонки, это все, страничка, тоже вот они стараются брать разный материал, но чтобы лично ездить и вот так общаться, наверное, проект на лыжи. Проект на лыжи, да, вот они занимаются, но они, опять же, только лыжами. То есть здесь, если охватывать всеобщее, то, я думаю, может быть, вы будете даже единственным. И дай бог вам удачи и развития. Ну и вот, наше путешествие с Алданом в Якутск завершается. Мы уже на берегу. Так что следите за новыми выпусками. Я цел и невредим. До новых встреч. Всем пока. И обязательно не забудьте подписаться на канал Максима Тихонова, поставить лайк этому видео и следите за всеми новыми новостями.